хотел, чтобы мы еще кое-что в эфире послушали. А именно, что в конце сентября греческое церковное издание «Ортодоксия Инфо» опубликовало часть стенограммы переговоров Кирилла и Варфоломея. Кирилл — это московский патриарх, Варфоломей — Вселенский, который в Стамбуле находится, которые прошли в августе текущего года. Эта публикация показывает разногласия двух патриархатов по вопросу автокефалии УПЦ. Но, на мой взгляд, там сама фразеология потрясающая, сам русский мир, живущий в голове Кирилла, вот это разоблачает его как совершенно не церковное лицо. Ну, сами судите, мы озвучили это все. Давайте посмотрим. Украинцы не чувствуют себя комфортно под властью России и желают быть абсолютно свободными в религиозном и политическом уровне. И поэтому попросили Церковь-Матерь помочь им. Церковь-Матерь считает их запрос законным и будет следовать той политике, которая была определена в последней сессии Священного Синода. Кроме бывшего президента Януковича, которого я встретил 10 лет тому назад, все остальные приехали, попросили и молили Вселенского Патриархата о предоставлении автокефалии. В последние годы не только президент Порошенко, но и парламент страны принял соответствующее решение. Святейший, все те, которых упомянули, являются одной и той же политической силой. Но они же являются представителями украинского народа. Они не являются представителями народа, захватили власть в результате государственного переворота во время восстания Майдана. Они хотят автокефалию с целью укрепить свою власть, которую захватили незаконно. Народ будет их свергать и изгонять из власти, поэтому они стремятся и хотят автокефалию для того, чтобы удержаться у власти с поддержкой авторитета Вселенского Патриархата. Издание тома автокефалии Украинской Православной Церкви – это право Матери Церкви. Представление автокефалии Украинской Церкви – это вопрос не только Константинопольской Церкви, но и всех православных и, следовательно, и нашей Православной Церкви. Ну вот фактически мы из уст, я, во-первых, благодарен патриархату Константинопольскому, что они это выложили. Видно, они не могли это не выложить, просто чтобы избежать любых спекуляций на тему этого разговора. Разговор невероятно красноречивый, он тоже войдет в историю, я думаю, как документ. Да, он выступает тут, Кирилл, как просто такой, он угрожает Украине, короче. У нас вот по минуте времени, у вас, владыка, и у вас, кто начнет, вот просто подведите итог вот того прослушанного. Я хочу, чтобы вы это оценили. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата полностью поддерживает позицию Вселенского Патриарха в решении Томаса, который должен быть дан Украине и верующим, православным верующим в Украине. Это понятно. Я хотел, чтобы вы оценили действия угрозы со стороны Москвы. Я не могу оценивать действия угрозы. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что если в Украине не будет единой поместной православной церкви, то в конечном итоге не будет государства Украины.